Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Life. И мы продолжаем нашу традицию Адвент-Таро календарь. Вернее, заканчиваем немножко не по графику. И давайте посмотрим наш предпоследний расклад. То есть еще будет последний. Последний вот расклад у нас довольно интересный, пока не буду раскрывать тайну этого расклада. Ну, давайте посмотрим, какой у нас предпоследний расклад. Это у нас всегда такой, знаете, сюрприз. Итак, что у нас тут есть, значит? Какова ваша высшая жизненная цель? Какой интересный расклад. Высшая жизненная цель, да? Получается, значит, у нас тут 6 вопросов. Первый. Какая ваша на данный момент высшая жизненная цель? Значит, да? Дальше, значит. Второй вопрос. Что еще может измениться? Третий вопрос. Вам нужна эта сила, чтобы достичь высшей цели? Четвертый вопрос. Что вам мешает это сделать? Пятый. Вот как вы можете использовать свою силу, чтобы приблизиться к своей цели. И шестой. Как вы можете компенсировать свои слабости. Ну, вообще интересная, конечно, тема. Я бы сказала, даже очень. А гадать мы сегодня будем, я уже ее развалила, на мистической колоде Ленорман. Видите, вот мистический оракул Ленорман. Решила я взять не Таро, а Ленорман для следующего расклада, потому что уже скучаю по картам Ленорман. И, соответственно, вот взяла вот эту колоду сегодня в руки. Решила, что она нам нужна. Итак, хорошо. Давайте следовать нашему раскладу. И вот только схему сейчас я запомню. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Итак, значит, вот наш оракул Ленорман. Ну, очень красивая такая, знаете, такая мистическая действительно колода. Мне очень нравится эта колода. Особенно вот эта вот, смотрите, да. Такая вообще прикольная. Ну, в общем-то, давайте перемешивать, конечно. Итак, ваша высшая жизненная цель на сегодняшний период, да, жизни. В настоящее время. И первая карта — это как раз-таки на данный момент ваша высшая цель в жизни, да? На данный момент ваша высшая цель в жизни. Хорошая тема, очень хорошая, я бы сказала. Итак, давайте, значит, первая позиция — птичка. Вторая позиция — сердечко. Третья позиция — звездочка. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, убираю последние 2 позиции в сторону. И, значит, начинаем с нашей замечательной птички, невелички. Это у нас вот руками мастер делает такие вот вещи. Ручная работа. И первая карта. На данный момент жизни, да, это ваша высшая жизненная цель. Ух ты, вышла карта дерева. Это очень хорошая карта, я вам честно говорю. Это вот вам повезло. Первая позиция, у вас высшая жизненная цель. Это, во-первых, укрепить свои корни, да, то есть дерево. Во-вторых, вырасти. Вот по дереву это может быть высшая жизненная цель — получить исцеление и духовное развитие. По дереву может быть действительно заняться своими корнями, то есть укрепить свои корни, быть несгибаемым человеком, продолжать свой род и вообще заниматься изучением своего рода. Дерево очень часто символизирует в нашей жизни род.
и, соответственно, вы можете укреплять свой род, свои родовые корни. Во-первых, наведением справок о том, кто в вашем роду был, какие достижения у рода, какие слабости у рода с обеих сторон, по линии отца, по линии матери, там все бабушки, дедушки, создание родового древа. Это очень важно. И продолжение рода, ну, то есть, когда вы, там, не знаю, создаете, рожаете здоровых детей, занимаетесь их воспитанием. Воспитание детей, оно всегда на первом месте. Воспитывать детей нужно уметь, вкладывать туда силы, да, причем очень много лет. И создавать хороших членов общества, то есть это укрепляет, естественно, родовые все корни, да. И создание здоровых поколений, конечно, новых здоровых поколений, чтобы ваш род был благословен до ближайших, там, не знаю, 7, 14, 21 колена. То есть это все можете вы. Естественно, на сегодняшний день это ваша жизненная цель высшая, да. Но также, если у вас есть болезнь какая-то, трудность в жизни, дерево говорит о том, что выстоять, да, укрепить свои корни, закрепиться, заземлиться, выстоять, быть несгибаемым, стать здоровым. То есть это нужно напрячь свою силу воли, характер, вот буквально выкарабкаться откуда-то, да, из ямы. И вот это тоже высшая жизненная цель для себя. И это тоже укрепляет, конечно, ваши корни, но в любом случае, то есть делает вас стойким человеком, который по наследству эту стойкость передает. Да? Хорошо. Что может измениться в жизни сейчас? У вас идет гора. Гора показывает, во-первых, что вы можете уехать куда-то за бугор. То есть в жизни что может измениться? Перемены, какие несет гора, это уехать в другое место, жить. Но чаще всего за горы, за бугор, за холм, в другую страну, да, ну, вот, или в другой город, ну, куда-то за горы, в горы, вот. В горную страну, может быть, еще вот такой горный город, горный край. И, соответственно, еще гора, что может измениться в жизни, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, то есть обойти какие-то проблемы, трудности, тоже, которые были совершенно несгибаемы и вставали перед вами, да, то есть можно ведь обойти, можно какую-то хитрость применить. И еще мы здесь видим руки, которые карабкаются на эту гору, то есть преодолеть все трудности, вскарабкаться на гору. И, значит, в скором времени может измениться, что у вас будут преодолены ценой невероятных усилий какие-то жизненные трудности, которые много лет не преодолевались. Соответственно, это может измениться, но в любом случае. Хорошо, давайте посмотрим. Вам нужна эта сила, чтобы достичь высшей силы. Вам нужна эта сила, чтобы достичь высшей цели. Извиняюсь, карту даже уронила. Какая? Какая сила вам нужна, чтобы достичь высшей цели? Медведь, сила медведя. Ну, есть даже вот люди берут тотем медведя для того, чтобы приобрести его огромную силу. А вообще вам нужна сила медведя, это очень мощная энергия. Вот чтобы ваша высшая жизненная цель была достигнута, нужна огромная сила. Вам нужно представить, как вы берете силу медведя от медведя-матери. То есть нужно... Вот давайте представим, что вы в лесу сейчас, в лесу. Закройте глаза, и вы стоите в лесу. Вокруг, значит, любой пейзаж, летний, зимний, там, осенний, весенний, неважно, какой вам больше приятно. Но вам нужно помнить, что зимой медведи все же спят. Ну, хотя вы можете представить, что медведь проснулся, да, если это тоже будет символично, потому что медведь проснулся и воспрял, и, значит, сила ваша воспряла. Так вот, вам нужно представить себя в лесу, и к вам подходит огромный медведь, вот такой же огромный бурый медведь. Можно белого представлять, если вам так удобней. И вот он вас обнимает с наставлением и передает вам огромную силу. Вам нужна сила медведя. И вообще, вам нужны лидерские качества, вам нужен, может быть, человек-опора какой-то, который тоже поможет вам преодолеть вот, да, и достичь высшей жизненной цели. То есть на кого опереться в жизни там, да, медведь. Это мужчина, для мужчины это как, ну, женщина-защитница. И чаще всего для женщины медведь это мужчина-защитник, у которого есть еще и власть какая-то в руках. И вот вам как нужен человек, так и вот этот, ну, сила медведя, которую вы в медитации берете, силу медведя.
И, соответственно, вы увидите, какие у вас пойдут уже такие достижения, да, что высшая жизненная цель, она начнет достигаться вами только потому, что вы взяли силу медведя. Так, хорошо, что мешает вам это сделать вообще? Что мешает этого достигнуть? Вышла, значит, карта гроб. Соответственно, вы должны понимать, что есть то, что вам нужно отпустить, покинуть, оставить. И это мешает вам, конечно, достигнуть вашей высшей жизненной цели, потому что вы боитесь это отпустить, вы не хотите оставить это в прошлом. Вам нужно от чего-то, от кого-то отказаться, а вы не можете, вы боитесь, и из-за этого, конечно, у вас вот откладывается достижение высшей жизненной цели, которая у вас есть на сегодняшний день. Вообще высших жизненных целей много у человека, не только одна. У него каждый период жизни своя эта цель. Но так как вы не можете что-то из прошлого отпустить или кого-то, вот прям не можете руки свои отпустить, да, вот вы и не достигаете, не переходите на новый этап. Вот вам нужно взять, отпустить свои руки. Вы вцепились во что-то, и гроб сразу говорит: отпусти, оно уже давно от тебя ушло, вроде как умерло, а ты все держишься и держишься, держишься и держишься. Может, правда, кто-то умер, а вы все держитесь и держитесь, так отпустите вы уже, то, что мертво, оно никогда не вернется. Вот. И 2 раза умереть не может, да, как говорят. Вот как вы можете использовать свою силу, чтобы приблизиться к достижению высшей цели. Звезды. Очень хорошая карта. Во-первых, вам нужно научиться мечтать. Прям загадывать свои желания, вот как-то визуализировать, как ваши мечты сбываются. Во-вторых, вы можете куда-то уехать и так использовать свою силу, чтобы приблизиться к реализации высшей жизненной цели. Может, вы вообще далеко от своих корней, или ваши корни сейчас изучать там, где вы находитесь, невозможно. Либо исцеление получить, допустим, невозможно, да, или там исцеление каких-то проблем именно там, где вы находитесь, понимаете? И, может быть, вам нужно улететь, уехать куда-то, да, чтобы вот реализовать. Но на самом деле звезды — это мечта. То есть научиться мечтать, научиться вот хотя бы в своей голове разрешите себе быть счастливым человеком и разрешите себе достигать чего угодно. Там, допустим, если вы хотите ребенка, разрешите себе родить ребенка в голове хотя бы, даже если вам бесплодие ставят. Допустим, не можете выздороветь, разрешите себе выздороветь, разрешите в своей голове сначала. Изначально нужно разрешать себе внутри, и тогда вы сможете обрести это. Вот. И также, получается, звезды — это фантазии, да, то есть, когда человек может творчеством каким-то заниматься. Это тоже использование своей силы медведя, чтобы приближаться к своей цели. То есть, когда вы реализуете какие-то творческие проекты свои фантазии, свои идеи, может быть, какие-то. Так, как вы можете компенсировать свои слабости? Вышла карта развилка. Вам нужно научиться делать выбор. Тогда вы компенсируете свои слабости. Если ты где-то свернул на развилке, и тебе кажется, что даже пусть не туда, а все равно уже иди и смирись с этим путем, потому что это все равно твой единственно возможный путь. Вообще научись делать выбор. Не стоять долго на перекрестке, да, а делать выбор вовремя, потому что иногда поезд уходит, когда ты долго не делаешь выбор. Вот такой ответ по первой позиции. Я считаю, что правильно все. Вот. Пишите, как вам срезонировала ваша высшая жизненная цель. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Итак, какова ваша высшая жизненная цель на данном этапе жизни? И она не бывает одна на всю жизнь, их много, да, но вот на этот этап какая у вас цель? Сердечко и первая карта. В данный момент жизни какова ваша высшая жизненная цель? Здесь у нас вышла карта Луна.
Ваша высшая жизненная цель — это развитие. Развитие и раскопки подсознания. У вас в подсознании сидит какая-то психологическая травма, которая блокирует ваши способности, причем как эзотерические способности, так и творческие способности. Таланты, да, блокируют. Получается, что вам нужно практиковать, да, там, допустим, развитие в вас духовности, то есть приближаться к Богу, практиковать медитацию, нужно, получается, сделать все, чтобы понять себя, разобраться в себе. И это и есть ваша высшая жизненная цель, потому что как только вы разберетесь в себе, у вас щелкнет и активизируются все ваши способности и дары, и вы реализуете себя по полной программе, понимаете? То есть, сможете стать, там, допустим, известным, популярным человеком, богатым, может быть, человеком, или, там, не знаю, создать семью, например. Получается, это какая-то промежуточная цель, но к чему-то очень важному. Вам что-то как мешает внутри. И, соответственно, эту помеху нужно устранить, потому что качество вашей жизни теряется. Вообще Луна очень связана с эзотерикой, и развивать эзотерическое направление вам сам Бог велел. То есть ваша высшая жизненная цель — это развивать это направление, да, разобраться в себе, помогать людям. Вот сейчас это так, и потом вы уже создадите свою империю, так скажем. Просто потому, что поняли себя, нашли себя и узнали, кто вы. Понимаете? Хорошо. Что может сейчас в жизни измениться? Получается, карта книга выпала. Вы знаете, книга — это изучение, во-первых, да, то есть в вашей жизни может появиться действительно то, что вы тщательно хотите изучить, и вы это изучаете. И момент посвящения, то есть вас как будто бы высшие силы посвящают там, да, через новых там знакомых людей или еще как-то в какие-то новые, может быть, там, не знаю, учения, науку или, может быть, эзотерическое направление. Опять же, да, идет посвящение. И что еще поменяется? Вы разгадаете какую-то тайну. Вот как раз-таки вы шли к этому, вы ковырялись в себе, скорее всего, уже начинали разбираться в себе, разбирали свои какие-то психологические вот эти затыки, там, сбои. И, соответственно, вы уже узнаете какую-то тайну в скором времени. Тайну своего, может быть, подсознания или тайну человека, который как-то с вами связан, да, и с вашей целью. Вам нужна эта сила, чтобы достичь высшей цели. Что за сила вам нужна? Сад. Получается, вам нужна сила диалога, общения. Вы знаете, сила коммуникации, это совершенно точно. Значит, вы можете больше заводить связи и по этой теме именно, да, по вашему направлению развития и потому, чтобы раскопать внутри, да, свои блоки и препятствия для самореализации. И вот чем больше у вас будет связи, чем больше будет друзей, общения и каких-то там общих интересов с людьми, да, то есть находить именно общение по общим интересам, чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы достигнете высшей цели. А еще я вам так скажу, что это не общение с кем-то, кого вы знаете, это именно незнакомые люди, а может быть даже иностранцы и посещение незнакомых мест. То есть вам даже еще очень полезны путешествия. Что вам мешает достичь высшей жизненной цели сейчас, на данном этапе? Мужчина, какой-то мужчина вас оттягивает назад, неважно, мужчина вы или женщина, это именно человек. Этот человек вас явно очень сильно тормозит и тянет в лужу, так сказать. Вам нужно выполнить эту высшую жизненную цель, а вы каким-то образом переключаете внимание. Может быть, вам стоит пересмотреть пучки этого внимания, да, то есть дозировку, и уменьшить эту дозировку, то есть в любом случае. Так, как вы можете использовать свою силу, чтобы приблизиться к высшей жизненной цели? Рыбы, да, рыба. Ну, смотрите, рыбы — это умение человека в первую очередь зарабатывать. Если вы направите свою энергию на то, чтобы не только раскапывать подсознание, а еще и привлечь дополнительные ресурсы,
то, конечно, вам и связь будет заводить легче, потому что человек, у которого ресурсы, он и бывает во многих местах, где связи легче заводятся, да. И, в принципе, рыбы — это медленно выплывать. То есть, получается, используйте свою силу, чтобы мягко, медленно выплывать из ваших проблем, трудностей и из каких-то ситуаций, которые вас оттягивают назад. Рыбы — это вот умение как-то выкручиваться. Причем не агрессивным способом, а именно вот ненавязчиво тогда, плавненько, так, нежненько как-то. Может быть, молча отходим боком. Вот. И, бывает такое, допустим, человек давит на вас, да, вы боком от него, и так потихоньку и отошли. И как вы можете компенсировать свои слабости? Давайте посмотрим. Тучи. Вообще карта показывает многочисленные мелкие проблемки. И, соответственно, вам нужно свои слабости компенсировать только таким путем, чтобы устранить множество мелких проблем и задач, которые вас окружают. То есть вас грузит, по сути, не какая-то основная одна проблема, а множество мелких еще. И совершенно точно нужно медленно из них выплывать и решать их постепенно, чтобы они вас не затрагивали больше, да, не доставали. Соответственно, свои слабости вы компенсируете именно этим. Между прочим, мелкие проблемы иногда оттягивают нас назад не хуже, чем одна большая. И мы их меньше замечаем, и меньше замечаем их влияние на нас. Вот такой ответ по второй позиции. Так, хорошо, а мы с вами идем дальше к позиции, значит, номер 3. Номер 3. Итак, мы, значит, с вами тут звезду уже теперь взяли. Ваша высшая жизненная цель, да, высшая жизненная цель. Какая? И первая карта — это как раз на данный момент ваша высшая жизненная цель. И это метла. Но мы здесь видим ведьму все-таки на метле. Не просто метла плеть, да, а еще ведьму на метле. И это значит, что, во-первых, ваша высшая жизненная цель сейчас — это осознать свою натуру, осознать, кто вы на самом деле, понять свою личность, признать свое наследие по роду, свои способности, признать себя собой, полюбить себя таким человеком, какой вы и есть, и очистить как свое энергополе, так и окружающее пространство. Это может быть очищение от захламления, то есть когда у нас хаос во внешнем окружении, во всем пространстве, значит хаос и изнутри. И, соответственно, постепенно хаос внутри тоже будет уходить и приводиться в порядок внутреннее состояние. Буквально вам как будто нужно прибраться в своей жизни, да, расставить все по полочкам и понять, что вы себя принимаете таким человеком, какой вы и есть. Полюбить себя. И признать, конечно, свои какие-то эзотерические способности, да. Понять свое величие, понять свою силу. Признать, что она у вас есть, эта сила. Может быть, даже придумать свой стиль какой-то экстравагантный. Потому что это карта яркой индивидуальности, страсти. Признать свою страсть. Как к жизни, так и к человеку. Хорошо. Что еще может сейчас измениться в жизни? Давайте посмотрим. Вышла карта Солнца, а это значит, что в жизни наступает у вас очень светлый период. Ваша жизнь меняется в лучшую сторону в очень скором времени. И вы вступаете именно в белую полосу. То есть Солнце — это произойдет скоро что-то радостное, счастливое. Жизнь изменится именно в самую лучшую сторону. Произойдет ряд хороших событий. Я считаю, это прекрасно. Значит, вы уже начали двигаться к своей высшей цели. Какая вам нужна сила, чтобы достичь высшей цели? Сила змеи вам нужна, чтобы достичь высшей цели. Получается, что сила змеи — это женская мощная энергия, это, опять же, энергия, оккультная, как сказать,
колдовская такая, да, манящая. Может быть, энергия ведьмы или колдуна. Вот знаете, сила змеи, она и есть сила змеи. Вот я считаю как, что у вас связаны карты метла и змея. Тем, что, скорее всего, вы женщина. И второе, что у вас есть очень мощная какая-то энергия, да, которая передавалась по роду, по наследству, вам нужно ее признать. И сила змеи именно в этом, что у вас в роду, ну вот есть эта колдовская сила, мощь, энергия, да, энергия ведьмы. Ну а если вы мужчина, ну получается, вам нужно признать, что у вас в роду были там ведьмы, колдуны, и понять, что вы увлекаетесь чем-то таким потусторонним, эзотерическим, и нужно активировать эту силу. То есть эта сила и поможет вам. Вам нужна эта сила. Сила змеи. Вот. Мощная сила вашего рода. И вы знаете, сама по себе сила змеи — это может быть способность к врачеванию, к целительству, также к тому, чтобы делать какие-то очень красивые вещи, то есть именно эстетический вкус. Вот знаете, это просто так не бывает у человека, оно откуда-то передается. Человек здесь может даже быть гениальным и использовать эту силу для достижения высшей цели принятия себя. Что вам мешает это сделать? Совы, люди-сплетники, те, кто судачат, те, кто постоянно выводят вас из себя. Еще, может быть, те, кто за спиной шепчутся, завистники. И иногда совы могут означать типа умные советы, которые дают, да, которые вам кажутся умными. На самом деле это самые глупые советы. Они вам мешают, эти советы. А вы считаете, умные советы вам дали, кумушки. Вот. Вообще совы — это темное время суток. Задумайтесь, кто может думать о вас в темное время суток и с кем вы больше общаетесь в темное время суток. Хорошо, как вы можете использовать свою силу, чтобы приблизиться к цели? Вышла карта якорь. Стать стабильными в своих каких-то привычках, это очень важно, суждениях, привычках и дислокации. То есть вам нужно где-то обосноваться, чтобы развить себя. Если вы будете все время передвигаться, перемещаться, у вас будет все время смена приоритетов. А вам нужно именно достигнуть этой цели, поэтому нужно где-то обосноваться и изучать, развивать, там практиковаться, допустим, да. И как вы можете компенсировать свои слабости? Давайте посмотрим. Вышла карта кольцо. Вы знаете, компенсировать свои слабости можно через партнерство. Часто это любовное партнерство, брак, но также это может быть любое партнерство типа делового или дружбы. И получается, в каком-то смысле вам нужен какой-то человек, да, вот рядом, чтобы компенсировать те слабости, которые у вас есть, или когда вы сбиты с панталыги, как говорят, да, чтобы он вас обратно направил в нужное русло. То есть это человек все-таки, который вас понимает, который понимает вашу цель, и тот, который разделяет ваши цели. То есть в любом случае. Ну вот такой ответ по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.